Татьяна здесь рассказывала про предшествующие конференции наши, и я бы сразу уцепился за этот рассказ, потому что сегодняшняя конференция может быть понята осмысленно и иметь позитивные, конструктивные какие-то результаты только в ряду тех предшествующих конференций ведущего университета, которых было 4 или 5 предшествующие годы. Но знаете, насколько должен быть совершенным, мудрым, дисциплинированным, внимательным человек, чтобы делать какую-то работу на протяжении 6 лет, делая в течение этих 6 лет всего лишь 6 действий с промежутком целый год. Это вообще почти непосильная задача для большинства современных людей, память которых простирается максимум на несколько недель назад. И планирование тоже там на несколько недель, может быть, меньше месяцев вперед. А вот удерживать мысль, которая является результатом особого рода работы, мышления как работа, как деятельность, а мысль как результат, удерживать одну мысль на протяжении 6 лет, проговаривая ее раз в год, оказывается очень и очень сложно. Поэтому, заканчивая прошлогоднюю конференцию, мы сформулировали тему гуманитарные технологии, а когда стали готовить эту конференцию, то оказалось, что наши главные докладчики, которые были героями прошлых конференций, вдруг забыли решение прошлой конференции. Говорит, а что это за тема такая, гуманитарная технология? И поэтому мы сегодня в этой конференции не видим нескольких докладчиков, без которых прошлой конференции, наверное, было бы малосодержательным. А продолжение может так оказаться, что на этом этапе эти технологии закончатся. Такое в истории, в технологиях случается постоянно, и я вот обещал в последнем пункте своих тезисов развернуть двухвековую историю, двухвековой генезис гуманитарных технологий. Но начну я, наверное, с более древней ситуации, которая насчитывает несколько тысяч лет. Когда евреи возвращались после Вавилонского пленения в Иерусалим, они возвращались в разрушенный пустой город. Ну и вот евреи дружной толпою из Вавилона тащатся по традициям, обычаям кочевников на свою родину, приходят на разрушенную территорию. Ну и первым делом, что они должны делать? Обустраивать себе жилье, поставить палатки, вырыть колодцы, сделать туалеты, чтобы не гадить там и так далее. И вот всем этим они и занимаются. А где Иерусалим? Иерусалим построить так, как обустраивается на постоянное место питания толпа кочевников, невозможно. Для построения города, тем более не абы какого города, а вечного города, заложить основание города, который станет потом центром 3 мировых религий, это вам непростая задача. Ее просто так, вот, без специального плана, без специального замысла построить невозможно. Ну и тогда несколько разумных евреев
начали складывать такой план. Пророк Неемия находит инвесторов, спонсоров, начинает стартап по восстановлению стен города Иерусалима и в течение нескольких лет отстраивает эти стены. Но что толку от стен, если внутри огороженного пространства, в общем, нет содержания, нет святости. А что такое содержание города Иерусалима, который мы должны сегодня знать, помнить, и о чем могли мечтать тогдашние кочевники, возвращающиеся в свой святой город, в воображении город, в воображении святой, а реально скат холма Сиона, на котором, в общем, ничего нет. Содержанием этого города является храм. Поэтому появляется второй пророк, Эздра, который говорит: граждане евреи, вообще, как это мы строим город, вообще не построим храм. Ну и начинается новый стартап, новый инвестиционный проект, начинают строить храм. Храм величественный, храм, который должен, во всяком случае, быть не хуже первого храма, поэтому процесс долгий, и евреи по камешку возводя этот храм, довели его до фундамента, крыльца. Ну, а дальше, в общем, дело немножко заморозилось, инвестиции уменьшились, кризис, значит, а храм должен функционировать. Поэтому, не дожидаясь возведения крыши, купола, Эздра выходит на крыльцо и начинает зачитывать главы книги, которую мы все сегодня знаем как Библию. Ну и с этого, собственно, начинается функционирование уже города как города. Постепенно евреи достраивают стены, достраивают сам храм, ну и, конечно же, производят, наверное, не евроремонт, а какой-то палестинский ремонт своих жилищ. И когда приходится делать вот эти три работы, с одной стороны, то возводить стены города и храма, изучать Писание, изучать закон, традицию и устроивать свои жилища. Как вы думаете, что люди выбирают? Естественно, они говорят: храм подождет. 70 лет мы были в плену без храма, потом десятки лет строили, в общем, не достроили, но еще пусть десятки лет постоит недостроенный, а жить-то надо постоянно, поэтому они все свои наличные средства стали пускать на достройку своих домов. Вот появляется еще один пророк очередной и говорит: граждане евреи, что это вы, в общем, забыли про миссию, цель, да, и, в общем, не достраиваете ничего. И знаете, что получилось в этом месте? Что храм, в общем-то, худо-бедно достроили, но с кучей недоделок. Стены пришлось потом раздвигать, передвигать, ворота какие-то и так далее. То есть в этом смысле Иерусалим получился таким примерно, как его сегодня видеть могут туристы. То есть, в общем, хаотичная застройка без всякого плана и какой бы то ни было осмысленности. В этом смысле вот эта история с восстановлением города Иерусалима после Вавилонского пленения, как мне кажется, является парадигматической для всех наших начинаний. Мы тоже 70 лет провели в состоянии глубокого летаргического пленения советской власти, и когда после этого надо было что-то делать, да, у нас ни стен, ни храма, ни закона, ни писания, ничего. И мы, как толпа номадов, кочевников, вдруг осознали себя в независимой Беларуси. Что стали делать? Стали евроремонты в своих квартирах делать, устраивать каждый свое жилье или какую-то там площадочку для своего собственного благоустройства. А сама Беларусь, сама страна, государство, общество, кто его будет строить? Пророков, как в еврейские времена,
3000 лет назад. На сегодняшний день, в общем-то, нету, не модно кого-то слушать. Когда выходит человек и начинает что-то говорить: граждане белорусы, вы же не евреи какие-нибудь там тысячелетней давности. Давайте возьмемся за тело. В общем, тогда отстанем, у нас свои дела и так далее. И вроде бы 3000 лет прошло, и мы ведем себя примерно так же, как и тогдашние люди, и это порождает иллюзию того, что люди не меняются, люди остаются одними и теми же, хотя эпоха модерна заложила другое представление о том, что социальное устройство и природа человека не являются постоянными раз и навсегда заданными. Более того, человек является определенным образом продуктом социального устройства или человеческих отношений, в которые он вписан. И поэтому человека нельзя описать, изучить так, как изучают, например, объект природы или там архитектурный памятник, артефакт или еще что-нибудь. Да? И сказать: вот описание, и вот этот вот человек это и есть. Человек это такая очень динамическая, мобильная штука, которая меняется в соответствии с тем, как меняется окружение, его социальное, его отношения там, и так далее. Более того, человек не замыкается в собственном теле даже при представлении, там, что это объект или структура разных природ, типа спиритус анима корпус, да, то есть душа, дух, тело, единство души, духа и тела представляет собой человека. К концу XIX века, скажем, Уильям Джеймс там, в рамках философии прагматизма должен был сформулировать, что человек это не только вот душа, дух и тело, но и вот то, что он назвал альмимай. Человек – это и тело, и то, что человек считает своим, и то, что он воспринимает как покушение на мое. Поэтому человек – это и вещи, которые он считает своими, и территории, и пространство, внедрение в которое других людей причиняет определенные неприятности или, наоборот, приятности этому человеку. Поэтому человеческое или человек был выведен за границы физического тела, организма, и стал включать в себя, помимо абстрактных духа и души, еще и целый набор материально-пространственно-временных вещей, которые стали осознаваться и пониматься как структура человека. И в таком понимании стало возможным ставить задачу не просто, скажем, социализации, воспитания человека, вписывания его в некий социальный контекст, социальный конструкт, но и, скажем, видоизменения человека. На сегодня биотехнологии, там, генная инженерия и так далее уже позволяют менять, собственно, вот очень интимную часть организма, тела человека. Мы можем видоизменять свойства этого тела, ну а уж тем более еще до генной инженерии стало понятно, что можно менять душу и дух человека через вот воздействие на все то, что входит в человека, в «я», воздействуя на мимай, там, человеческие, да, и грех не воспользоваться этим. Ну что значит грех не воспользоваться? Кто-то, понимая это, начинает пользоваться. И вот, например, большевики, приходя к власти 100 лет назад, поставили задачу, триединую задачу. Одной из составных частей которой была культурная революция, и культурная революция предполагала создание нового человека. Нового человека, не похожего на человека классовых антагонистических обществ. Задача-то была поставлена, но началась реализация этой задачи, и сразу же вместе с реализацией началась критика этой реализации. Ну вот критику эту можно сформулировать устами героя булгаковского «Мастера и Маргариты»,
когда, посетив сей мир через некоторое время отсутствия, Воланд посмотрел, провел ряд тестов, исследовательских процедур с москвичами и говорит: люди, они как люди, и только квартирный вопрос их испортит. То есть Булгаков к концу 30-х годов в своей книге говорит о том, что ваша задача, большевики, в общем-то, сейчас не реализуется, ничего у вас не получилось. Никакого нового человека вы не сделали. Люди все те же, москвичи остались такими же, как и были раньше, но оговорка, что квартирный вопрос их испортил, все-таки закладывает подозрение, что технология как-то работает. Пусть и не в хорошем смысле, не в позитивном направлении изменения человека, но в негативном. Человек портится. Ну а что значит портится человек квартирным вопросом? Ну, во-первых, квартирный вопрос не был продуман как составная часть комплекса мер, действий и мероприятий, которые проводились над человеком и с человеком. Когда мы говорим о таких вещах, как технологии, причем не просто технологии, но гуманитарные технологии, очевидно и понятно, что это все должно включать в себя огромный комплекс разных подходов, систем, действий, этапов, ну и параллельно разворачивающихся процессов. Осознать, понять и описать это представляется очень и очень трудной задачей. Ну а когда задача ставится конкретно, вот надо начать культурную революцию и переделывать человека, то естественным образом возникает желание как-то упростить весь этот комплекс мер, мероприятий и действий, свести к каким-то очень простым вещам и надеяться на то, что, скажем, изменение простых вещей приведет к изменению всего комплекса. И оно действительно так. Изменение самых простейших вещей приводит к тому, что все в целом меняется. И сегодняшний человек, человек 21 века, очень мало похож по своим духовным характеристикам, по своим желаниям, стремлениям, установкам на человека, который был 100 лет назад. Но вот является ли этот человек результатом сознательного технологического отношения и является ли он, соответствует ли он задуманному, запланированному состоянию, или это то, что получилось, как получилось. И вот уже в 20 веке к гуманитарным технологиям стали относиться с осторожностью, пытаясь ограничить технологический беспредел. Технологический беспредел состоит в том, что, в принципе, развитие науки, гуманитарных в данном случае, гуманитарных наук, развитие технологий позволяют делать масштабные, огромные проекты, но позволяет, но вот решить вопрос, а нужно ли это делать, это совсем другое дело. Не все нужно делать из того, что мы можем сделать. В этом смысле, скажем, если взять такие гуманитарные объекты не как человек, как вот личность, субъект деятельности, комплекс и ансамбль человеческих отношений, а, например, такой гуманитарный объект, как город, то есть общежитие многих людей. И вот энтузиазм градостроительства или энтузиазм Корбюзье, который делал дома как машины для жилья и, соответственно, город как машинный комплекс для обитания людей, вот этот вот энтузиазм градостроителей пришлось ограничить в 20 веке, потому что стало понятно, что город — это не только то, что строится, но и то, что живет собственной жизнью, то, что растет. И экологическая установка на то, что растет, должно само расти, да, и в этом есть самостоятельная ценность, в том, что оно само растет без технологического воздействия, искусственного воздействия. Вот это вот понимание наложилось на технологические возможности
И сегодня приходится комплексировать не только то, что в человеке есть, вот, спиритус анима корпус, и то, что я, мне и мое, но и вот эти две составляющие самой технологии. Возможность чему-то расти без контроля и воздействия искусственных систем, ну и искусственное планирование и разбиение на процессы и этапы технологические, на которые мы можем повлиять. Вот все эти сложности на сегодняшний день осознаются исключительно в философии и методологии, и не доходят, абсолютно не доходят до практики. В этом смысле даже сама по себе постановка темы гуманитарной технологии невозможна в нескольких языках. Скажем, в английском языке слово «технология» неприменимо к тому, о чем мы говорим, когда говорим на русском, белорусском языке про гуманитарные технологии. Когда приходится разговаривать с язычными с тем, что английский язык несет на себе как онтологию и философию, то гуманитарные технологии читаются этими людьми как внедрение, например, дигитальных, цифровых каких-то технологий, компьютерных, в человеческие науки о человеке. Понятно, что мы говорим о чем-то совершенно другом. Мы, например, говорим о том, что вместо традиции, по которой человеческое общество и сам человек развиваются, мы начинаем применять технологические подходы, то есть то, что связано с планированием, заданием стандартов определенных, характеристик и так далее, и так далее. И вот, подходя таким образом к проблематике гуманитарных технологий и к пониманию или схематизации всего комплекса тех вещей, которые мы включаем в воздействие на этот объект. То есть спиритус анима корпус, задающий как ядро человеческого в человеке, система отношений вот этих вот сложно организованных объектов, задающие уже более комплексные и сложные гуманитарные объекты воздействия технологического, расписываются в как минимум двух плоскостях. Искусственно-техническая и, естественно, природная. Комплексирование всего этого вынуждает к упрощению, к схематизации, к проекции этого всего в те схемы или конструкции, с помощью которых можно осуществлять планирование, прогноз работы в области гуманитарных технологий. И что из этого получается? Из этого получается, например, некоторые сегодняшние действия, которые, несмотря на отсутствие концепта гуманитарных технологий, реализуются и практикуются в европейской, западноевропейской цивилизации. Вот, скажем, аналитическая философия, как один из теоретических компонентов гуманитарных технологий, объявляет мир, повторяющим структуру языка. Если мир повторяет структуру языка, говорим мы вслед за Wittgenstein'ом ранним, то, соответственно, воздействие на язык человеческий может приводить к тому, что меняется мир. Ну а человек как компонент или часть этого мира, соответственно, тоже может быть изменен под воздействием языка. Соответственно, язык становится полем применения разного рода технологических воздействий. Вот, скажем, все, что сегодня называется политкорректностью, является следствием такого рода технологического отношения. Каким образом вывести из
скажем, репрессивного состояния, депрессивного состояния человека, людей, которые обладают теми же правами, что и все остальные люди, но в силу сложившихся социальных, исторических традиций, они этих прав лишены. Начинается специальная работа по изменению законов. Что такое законы? Это словесное оформление тех или иных норм, для соблюдения которых придумываются соответствующие контрольные органы и институты. Сколько несовершенств и законов, отношения людей сами по себе законы не изменяют. Соответственно, если мы это понимаем, то тогда, кроме словесной эквилибристики в законах, в конституциях, необходимо воздействовать на саму структуру языка. В эту структуру языка вводятся там разные слова. Например, вместо слова «калеки», «калека» мы начинаем употреблять слово «инвалид». Изменили немножко ситуацию, изменили отношение к коллегам, потому что к коллегам относятся несколько иначе, чем к инвалидам. И обнаружили, что даже инвалиды лишены того правового отношения, которое они заслуживают. Значит, нужно и слово «инвалид» отменить и заменить его каким-нибудь другим уже словосочетанием, человек с ограниченными возможностями. Но раз он с ограниченными возможностями, то, соответственно, и права у него так или иначе ограничены. И вот для того, чтобы еще дальше продвинуться, мы начинаем говорить о том, что это люди со специфическими потребностями. Вот такая эволюция слов, технически заданная и контролируемая, искусственно контролируемая, приводит к тому, что начинают меняться и отношения к этим людям, и, соответственно, социальная структура, социальное окружение, то есть уже большие гуманитарные комплексы. Примерно так же можно проанализировать изменения, скажем, к афроамериканцам, решение проблем расовых, гендерных, и так далее, и так далее. Но это, опять же, это упрощение и проекция. Да, через язык мы можем воздействовать на людей. И это очень даже хорошо описано, например, уже у Оруэлла в «Антиутопиях», каким образом социализм строится через введение новояза и контроля за семантикой лексического материала и так далее, всех этих вещей. Но кроме языка, какие другие сферы в этом смысле мы можем начинать воздействовать, на которые мы можем начинать воздействовать? И вот сегодняшнее состояние гуманитарных технологий я бы оценил как совершенно плачевное. Ничего, кроме вербалистики, работы с аналитической составляющей структуры языка, мы, в общем, предложить человечеству в этом плане не можем. И из-за этого, с одной стороны, мы не можем предложить никаких технологий в силу доминирующей и навязанной философии, которая сегодня есть в постмодернизме, по существу более-менее такой признанной, легитимной, рафинированной философией является вот эта вот линия Wittgensteina, на которой строятся очень многие технологические подходы. Все остальное оказывается за пределами этого. Оказываясь за пределами этого, оно не становится, то есть не остается традиционным, естественно, природным. Оно все равно уже находится под воздействием человека. Если человек не знает, как это строить, и оставляет это без присмотра, то эти вещи, которые ранее были традициями, начинают деградировать. Поэтому деградирует образование, деградирует институт семьи. Я сейчас без моральных оценок это говорю, деградируют. То есть они перестают выполнять те функции, которые они выполняют. Это то же самое, что с экологией фактически. Да? Сегодня человек настолько поглотил планету своей технологической деятельностью, надстроив над всеми планетарными системами еще техносферу, что сохранение природных экосистем сегодня невозможно через то, чтобы просто оставить их в покое. Сегодня для того, чтобы бразильская сельва или Беловежская пуща могли быть, собственно, самовоспроизводящимися системами,
нужно технологическое отношение человека. Природа больше без человека сама существовать не может. Но то же самое касается и тех естественных систем регуляции человеческой жизни, сегодня не может оставаться традиционным, естественным, без специального контроля и присмотра человеческого. А все, что мы умеем, это мы умеем менять слова. Коллег называть инвалидами, а инвалидов людьми с специфическими потребностями. Всего остального мы не умеем. А не умеем, потому что мы выпустили из поля внимания и контроля философско-методологическую и метафизическую часть. И поэтому у нас на сегодня просто нет теоретических, концептуальных оснований для технологического отношения в гуманитарной сфере. Поэтому испортить человека квартирным вопросом мы можем, а вот исправить испорченное практически не в состоянии. Ну и заканчивая, я просто вспомнил, как в армии я косил от обязательных армейских занятий под предлогом того, что я умею чинить телевизор. И поэтому меня отпускали со службы, например, на городок. Я ходил по офицерским семьям и скучающим офицерским женам чинил телевизоры. Ну как чинил? Я умел сделать неработающий телевизор работающим. Ну то есть кран начинал светиться, звук там появлялся какой-то и так далее. Но сделать так, чтобы он хорошо работал, на это моих уже компетенций просто не хватало. Вот примерно в таком же состоянии находятся сегодня все гуманитарные технологии, как вот мое умение чинить телевизор. Да? Заставить что-то неработающее худо-бедно работать мы еще можем. Но вот чтобы оно работало не худо-бедно, а хорошо и правильно, ну вот на это уже ни мозгов, ни воли, ни совести у нас не хватает. Вот так вот. Сейчас у нас есть немного времени, оставил нам немного времени на то, чтобы отнестись к тому, что он сказал, спросить, что-то добавить, что-то оспорить, возможно. Татьяна, да? Ну, першае, вы казалі, што найбольш распрацаваныя гэта менавіта моўныя практыкі і тэхналогіі праз мову. Мне падаецца, што апроч гэтага ёсць яшчэ таксама даволі распрацаваныя тэхналогіі праз арганізацыю прасторы. Вось усё, што зроблена адносна гарадоў і ввогуле, мне падаецца, што даволі эфектыўныя на сёння тэхналогіі ўздзеяння на чалавека. Арганізацыя прасторы гэта адзін момант, другі гэта зараз яшчэ арганізацыя часу і лады жыцця, я маю на ўвазе моду. Моду, візуальныя образы, то бок тое, што пераарганізуе людзей вось в гэтым ладзе жыцця, стылі жыцця і гэтак далей. Мне падаецца, што гэта даволі такія моцныя тэхналогіі сёння, якія працуюць эфектыўна, прынамсі змяняючы эфектыўна. Ці не? Ну вот, наверное, тут поколенческая разница. Вам кажется, что это все работает эффективно. Проживите с мое, да? Ну, конечно. Вот, понимаете, надо было прожить. Города. Все, что делается, делается с непредсказуемыми последствиями. Абсолютно непредсказуемыми. Да? Когда в 50-е годы в Америке начали делать гипермаркеты и супермаркеты, да, это настолько изменило публичное пространство, вот не геометрическое, не географическое пространство, а просто публичное пространство самоопределения жизни людей. Кто это прогнозирует? Кто сейчас понимает, каким образом это место сборища людей гипермаркетов, да, вместо агоры, форума там, и так далее, да, как это сказывается на том, что происходит с человеком. Потом, значит, примерно в это же время в Советском Союзе, да, попытались исправить вот это булгаковское замечание, да, квартирный вопрос. Оказалось действительно, что после того, как люди стали жить в этих коммунальных квартирах, каждому отводилось по несколько квадратных метров в соответствующих вот этих вот коммуналках, в общежитиях, да,
советским людям понадобилось отдельное жилье. Стали делать отдельное жилье для семьи, побыстрее и экономичнее, да, и как, ориентируясь на нуклеарную семью. И разрушили межпоколенческие связи. Кто это планировал? Когда делалась вот эта вот хрущевская реформа обеспечения всех граждан жильем. Никто этого не планировал, не прогнозировал. Сегодня энтузиасты урбанистики думают, что они что-то понимают в этих пространствах. Да елки-палки. Особенно, когда эти датские урбанисты приезжают устраивать что-то в Бангкоке или в Ханой. Ребята, вот без энтузиазма, пожалуйста, да, и с критикой. Не умеем мы предсказывать последствия очень сильных способов воздействия на человека, особенно пространственно-временных. И когда мы сегодня понимаем, что высвобождается огромный ресурс свободного времени у человека, да, надо с этим что-то делать. На Западе думают, что надо обеспечить людей, в работе которых общество больше не нуждается, безусловным доходом. Но что такое безусловный доход, мы можем увидеть в этих самых районах, негритянских районах, простите, афроамериканских районах, порториканских в Соединенных Штатах Америки, где несколько поколений людей выросло, не знающих, что такое вообще общественно полезный труд, да? Не умеющих ставить задачи и цели. Вы хотите то же самое сделать в Финляндии, в Швейцарии там, или где еще обсуждается безусловный доход? Ну хорошо, наш Лукашенко, он как бы понимающий человек, да? Поэтому он всех, кто имеет свободное время, обкладывает налогом на тунеядство. Ну вот, это по-человечески. А тут, понимаешь, урбанисты, которые вообще не имеют ни теории, ни мозгов. Я зрозуміла ваш відказ, але якби тоді у мене питання просто ті умовних практиках все так розплановано і справді виніки такі, ну якби як задумалось. Це перше, ну і фактично у мене було друге питання з цитуванням вас. Наскільки оправдані претензії школи? Ну, Гоголя, наскільки, в принципі, ось такий технологічний підход до, ну, якби, доволі складаних систем, які фактично неможливо прогнозувати, наскільки в Гоголі можна казати про технології, які справді приводять ось, ну, до докладного виніку, не мають ніяких там этих відхилень і все таке, і, ну, якби, це просто уздєння. Я же говорю, я начал с того, что разработка этой темы на нашей технологической платформе Летучего университета на сегодняшний день напоминает строительство Иерусалима древними евреями. Мы строили, не достроили, нам надоело, мы уже забыли, что мы строим, как бы, да, и мы бросили это дело. Мы просто бросили. Вот сегодняшняя конференция является переломным моментом в технологической платформе Летучего университета. Если мы дальше не сможем организовать, дисциплинировать участников Летучего университета на разработку темы, которая начата была, с анализа исследования интеллектуальной ситуации в Беларуси, потом с проработки темы начала и осевого времени, потом будущего и так далее, да? Продолжение к теоретическому, концептуальному обеспечению гуманитарных технологий, то в Беларуси больше. Этого сделать никто не может, кроме нас. Но и в мире сегодня, да, если мы останемся на уровне того, что более-менее академическая среда принимает только аналитическую философию, то ничего, кроме вербалистики и исправления слов, мы не сможем сделать. Слава Богу, мы хотя бы понимаем на сегодня, как вот в мировом состоянии мышления, да, что исправлять слова надо, исправлять имена. То есть вот мы дошли, наконец, до технологической реализации того, что завещал еще дедушка Конфуций. Да, исправлять имена. Ну и все, на что мы сегодня способны. Больше ни на что. И вся как бы вызов к методологии направленный состоит именно в том, нам необходима сегодня работа в области метафизики, философии, онтологии, логики по обеспечению концептами, схемами, понятиями, категориями того, перед вызовом чего мы столкнулись. То есть
и биотехнологий, и генной инженерии, и гуманитарных технологий, включая работу с пространством, временем там, и так далее, о чем ты сказал. То есть необходимость является основанием возможностей. Вы так перевели. Раз надо, значит возможно. Андрей. Это уже не просто надо, это нельзя не делать. В твоем говорении ты описал такую ситуацию, когда искусственно-техническое отношение имеет сокращающееся количество разума, теоретических оснований, которые позволяют работать, но дальше а сама техническая сфера продолжает развиваться. И то есть то, что было раньше осмысленно техническим, становится неосмысленно техническим, но не становится природным. Вот что это такое неосмысленно техническое, которое не становится природным, и как это вообще можно помыслить? Ну вот смотри, это много раз обсуждалось, хотя и в очень узких кругах, и не является достоянием широкой общественности. Сегодня технологии позволяют повернуть сибирские реки вспять. Запросто. Но только, есть экологические ограничения. Говорят, не надо этого делать. Почему не надо этого делать? Ну, потому что мы получим непредсказуемые последствия для климата, жизни людей и так далее. Хорошо, мы этого делать не будем, чтобы не порождать непредсказуемые последствия. Аральское море высохло. Оно все равно высохло. Ведь сибирские реки собирались повернуть вспять для того, чтобы напитать водой Аральское и Каспийское море. Аральское уже высохло, Каспийское высыхает. Тогда мы отказались от того, чтобы это делать. Но то, что мы этого не делаем, не означает, что будущее предсказуемо. Нет, не предсказуемо. Сегодня высыхает в той же Иудее Галилейское море, и так далее, да? Вот мы уже не можем рассчитывать на то, что природа восстановится сама без нашего участия. Мы настолько много уже наделали, что самоограничение «давайте перестанем делать» не является спасением ситуации. Это по отношению к такого рода технологиям. А с человеком? Ну, предположим, давайте мы не будем изобретать велосипедов в области образования. Образование как самая массовая и самая тотальная гуманитарная технология. Не будем ничего делать. Пусть будет образование так, как оно было всегда. И что из этого получится? Из этого получится, что большая часть людей, получающих это образование, не впишется в современный мир. Да, образование не обеспечивает сегодня ни прорывные технологии, ни прорывные области вообще научно-технического развития, ни тем более гуманитарного. Да, мы не умеем учить людей, готовя их к тому, чего не знаем. Не умеем. Но если мы не будем этому учить, лучше не станет. Поэтому, мы можем отказаться, не делать ничего, не думать ни о чем. Но ничего назад не вернется. У меня и вопросы, и возражения сразу. Во-первых, по последней твоей реплике. Откуда возьмется этот новый мир, если будет плохое образование? Вот это его Бог принесет, или, как сейчас модно говорить, пришельцы привезут. Ведь это ответ по СТВ каждый день по 2 раза на сутки людям говорят, что все то, что вы имеете, вот эти все прорывы, это не вы придумали, это вам пришельцы передали. Это полная иллюстрация в реальной жизни белорусской того, что ты говоришь сейчас. Но я не об этом хотела сказать. Я хочу сказать, что мне кажется, главная задача гуманитарных технологий вовремя ориентировать людей о системе отсчета, которая включает в себя самый главный момент, что такое хорошо и что такое плохо. Потому что развивающиеся возможности цивилизации, той, которую мы сейчас имеем, она быстро смещает эти понятия. Вот ты говорил про языковую среду, которая определяет уже мир. Вы возьмите интернет. Один маг, он на 80% уже заменяет, так сказать, передачу мыслей. Причем, если это раньше было явление в жизни каких-то низких социальных слоев, теперь это явление распространилось даже на фидусу.
мягко выражаясь. Я уж не говорю тут о присутствующих. Ну, это у нас, так сказать, олицетворение очень гуманитарного начала. Это давно распространилось. Но в этом Ну так смысле о чем ты тогда говоришь, о таком языке, который формирует мир? Послушай, Какой мир сформировал такой язык? я всегда отвечаю на это цитатой из Китаева Смыка, знаменитого психолога, который работал с отрядом космонавтов. А космонавты — это такой народ, как бы, да, с которыми без мата ведь разговаривать невозможно. Поэтому, когда он побыл в этой закрытой системе, потом приехал в Москву и стал читать лекции, да, он не мог читать лекции без мата. Говоря о высоких материях, он применял именно эти слова. Ну и когда к нему подходит одна рафинированная дама, вроде тебя, да, и говорит: слушай, профессор, я органически не могу переносить мата, но в ваших устах это слушается как-то вот. Милочка, сказал он, я же мыслю этими категориями. Понимаете, не бывает таких категорий. Вы хотите сказать, что Федута начал мыслить? Не пугайте нас. Да нет, система отсчета. Может быть, и мать прекрасное выражение той же эстетической составляющей, которая у нас сегодня Ну, есть. Татьяна, я, короче, и говорю. Почти то главная же самое. задача. Об этом надо внимательно, тщательно, дисциплинированно думать. Просто так отпускать эти вопросы на естественный самотек нельзя. Ну, так правильно. Иначе, как бы, слово «секс» в Советском Союзе было, а секса не было. Владимир тоже немножко нарушил традицию наших конференций тем, что в этот раз все-таки говорил в контексте тех тезисов, которые я написал. Поэтому у меня вопрос, но он скорее к тому, что написано в тезисах, чем к тому, что было озвучено сейчас. Вот там было озвучено два таких тезиса, которые, ну вот один из которых, мне кажется, скрывает некую ловушку мышления. Изменение обстоятельств жизни человека, социальных и культурных отношений, влияющих на его формирование, не является насилием над человеком, поэтому этически допустимо и оправдано. И далее. Продуманное влияние на обстоятельства жизни, на социальные и культурные отношения могут приводить к заранее заданному результату, к другому человеку. В чем я вижу ловушку? В первом тезисе фактически устраняется всяческое этическое полагание, этическая рамка. Потому что, кажется, если мы не трогаем человека пальцем, мы можем свободно менять обстоятельства его жизни, и это будет допустимо в любом случае. Но не то же самое ли делали, допустим, советские власти в самой справедливой и гуманной стране мира, когда мы никого не трогаем, мы просто депортируем этот народ. Да? Или мы ничего не делаем, мы просто помещаем вас в концлагерь. Ну, выживете вы там или не выживете, это уже другой вопрос, но фактически-то с человеком ничего не стало. И вот все антиутопии популярные, как правило, что они показывают? Не какие-то изменения там в технологиях образования, которые происходят в будущем, как правило. Не какие-то изменения там воздействия на самого человека. Они показывают, что изменяется среда, как правило. Вот изменили среду так, чтобы человек жил и был таким, каким его эта среда делает. И у меня тогда вопрос, если мы будем сознательно исключать вот эти вопросы влияния среды, инфраструктуры как неэтичные, не получится ли так, что, в общем-то, для нас на одной чаше весов будут как советские эксперименты с будущим советским человеком, которого меняли через изменение его окружения, языка и так далее, с, возможно, весьма прорывными, прогрессорскими представлениями о том, как бы нам сделать современную, прогрессивную Беларусь. Во-первых, Павел, ты совершенно прав, констатируя, да, противоречия, которые заложены в этих постулатах. Я не собирался избегать этих противоречий, я просто в этих вот коротких тезисах, да, говорю вообще, что сделал, какие постулаты допущения аксиомы сделали возможными гуманитарные технологии. Гуманитарные технологии вот, по меркам морали
ну, скажем, ранней модерной морали, времен Канта, нормально? Это совершенно аморальное, безнравственное действие. Таковым, с моей точки зрения, является весь коммунизм. С чего, собственно, начинается? Да? Поэтому вот антикоммунизма об этом как бы надо орать. Да? Но после того, как они запущены были в действие, возникает вот этот вот вопрос Адорно там и французской школы вообще, да, как вообще можно жить после Освенцима и ГУЛАГа? Мы не можем откатать это назад, как будто бы этого не было. Мы не можем отменить технологические изобретения вот в области гуманитарных технологий. Отменить не можем, применять тоже не можем. И что же нам, бедным, делать? И тут давай вспомним одну из последних дискуссий, за которую меня тоже много ругали. Да? Вот сидит с тобой рядом Бобрович, и он как бы был участником этой дискуссии по поводу моральности политики. Политика – это одна из плохо продуманных и злонамеренных гуманитарных технологий. И когда мы начинаем относиться к политике без морально-нравственного контроля, мы, может быть, получим не ГУЛАГ, скажем, не гетто для евреев, там, или просто даже маркировку евреев там этими желтыми звездами. Да? Но мы получим, например, закон, декрет номер 3 о тунеядце, там, еще что-нибудь. Какие-то мягкие, гуманные формы вот этих вот вещей. И то, что сегодня происходит, это вот как бы отказ оценивать технологии по принципам морали. Но мораль кантовского времени уже не соразмерна тому, что оценивается. Мораль, в первую очередь, это оценка, квалификация, добро, зло и так далее. Так вот, кантовские представления категории моральные, они просто бессильны по отношению к оценкам того, что происходит. А новые, кто новые сделает? Религию мы засунули куда-то в долгий ящик. Собственно, религия порождала чаще всего как бы новые моральные системы. Да? И эволюция, и динамика религии, она в этом и состоит. Дело не в том, есть ли Бог там за облаками. Дело в том, что есть нравственный закон, который как бы обосновывается определенными вещами. И если мы выкинули этот пласт из своей интеллектуальной жизни и оставили это мракобесам, фанатикам, необразованным людям там, и так далее, то мы потеряли возможность, да, отслеживать и как-то влиять на моральное состояние наших умов. Нет морально-нравственного состояния в умах. Как можно выносить морально-нравственные оценки? Технологии – это сфера морали. Окей, то есть я правильно понял, что ты за сохранение этической и моральной планки в сфере гуманитарных технологий? Конечно, но только я понимаю проблемы, которые есть в этом. Потому что в этом смысле окончание нашей дискуссии напоминает мне другую фразу из цитируемой здесь книжки Булгакова: «Чего не хватишься, ничего из вас нет».